берип атат. Вирус жаңы жуккан аныкталган 14 киши оору болушу мүмкүн деп обочолонгондордун арасында беле же жөн жай эле жүргөн адамдардын ичинен табылдыбы? Албетте, жок, булар ошо обочолонгон адамдардын арасында болчу. Алар атайын медициналык кызматкерлердин кароосунда болчу. Ошонун негизинде мына лабораториялык изилдөөлөр алынган. Ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча бул жыйынтыктар чыгып, алар госпитализация алынып атат. Аэропорттордо чектөө киргизилип жаткан учурда Москвадан поезд менен келгенбиз. Бишкектен бизди эч ким текшерген жок деген маалымат тарады эле. Чын бышыгы кандай? Если есть действительно конкретный случай, железнодорожные составы тоже, они приезжают рейсами. Какой рейс? Сообщим. Супер KG порталынан суроо. Казакстан коронавирус өлкөгө эң көп жайылган учуру апрелдин ортосунда болот деген божомолун айтты. Биздин өлкөдө да ушундай божомолдорду жүргүзүүгө мүмкүнбү? Бул боюнча кечээ күнү айткансыз, Айнур Бектурган, дагы бир жолу ошондо кайталап берип койбойсузбу? Да, Министерство здравоохранения обеспокоено ситуацией, которая складывается не только в Кыргызской республике, но и во всем мире. Проводятся телеконференции, телемосты с представителями Китайской республики, с всеми сотрудниками, медицинскими работниками, которые участвовали в локализации вспышки в этой стране. Да, через Министерство иностранных дел мы обратились к медикам, которые работали в это время, чтобы обеспечить приезд 5 или 6 врачей в Кыргызскую республику. Данный вопрос прорабатывается Министерством иностранных дел. Также проведены переговоры о обмене опытом по локализации вспышки с посольством Кыргызской республики в Японии, чтобы обменяться опытом с Министерством здравоохранения. И есть наши ученые, кандидаты наук, доктора наук, высококвалифицированные специалисты, эксперты Всемирной организации здравоохранения, которых мы собрали 2 дня назад и попросили их проработать данные, которые у нас есть, количество зарегистрированных, количество контактных, для того, чтобы определить дальнейшую стратегию и дать прогнозы на дальнейшее развитие. Но я думаю, мы не должны акцентировать внимание на том, будет ли у нас большое количество среди населения, и, возможно, почаще говорить о данных вопросах на таких больших пресс-конференциях и, наверное, больше в рабочем порядке обсуждать эти вопросы. Сегодня население должно соблюдать те рекомендации, о которых говорит Министерство здравоохранения и другие министерства и ведомства, вовлеченные в локализацию вспышки. Последние 3 вопроса. Репортер KG. На спецсчет постоянно поступают средства от различных организаций и так далее. Тем временем в соседнем Узбекистане заразились уже 11 врачей. Когда начнут закупать на эти средства защитные костюмы для врачей? Насколько наши врачи защищены? Да, этот вопрос, он есть, он задается, и я думаю, он будет актуальным каждый день, пока не будет локализована вспышка коронавирусной инфекции. Этот вопрос беспокоит и Министерство здравоохранения, не только Министерство здравоохранения, и правительство Кыргызской республики. Да, еще раз хочу отметить, что средства индивидуальной защиты – это те средства, которые имеют место каждый день уменьшаться, и необходимо пополнять этот запас. Но несмотря на это, в первую очередь обеспечение средствами индивидуальной защиты средствами индивидуальной защиты являются не только противочумные костюмы, и не только полное обмундирование, чепчик, халат, маска, перчатки по отдельности, бахилы. Это все являются средствами индивидуальной защиты. И для сохранения
жизни и здоровья медицинских работников, для обеспечения риска заражения медицинских работников в первую очередь обеспечиваются те медицинские работники, которые находятся у нас на передовых. И средства массовой информации вчера передавали из Джалабадской области, вот наши медицинские работники работают, говорили о том, как они работают, и они были в полном обмундировании, которое необходимо для работы в этих очагах. С республиканской инфекционной больницы тоже доктора сами проводили съемки, они тоже рассылали по социальным сетям для того, чтобы показать, что у них что они в первую очередь обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Опыт заражения медицинских работников, который есть в других странах, для нас бесценен, и поэтому мы, насколько возможно, стараемся обеспечить медицинских работников. Вопрос от ТРК «Мир». Лечение кыргызстанцев от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатно для них или ведется по сооплате? Для пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, бесплатно для этих пациентов. Во сколько государству обходится лечение одного человека? Во сколько обходится содержание в карантине в местах обсервации? Из чего складываются эти расходы? Так как коронавирусная инфекция новая, и она развивается быстрыми темпами не только в Кыргызской республике и во всем мире. И она застала врасплох многие устоявшиеся системы в мире, стран Европы, Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, она имеет определенный урон на социально-экономическое состояние страны. Но когда касается здоровья людей, правительство и любой страны не жалеет средства на лечение и на обеспечение, на локализацию распространения данной коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что для лечения коронавирусной инфекции она имеет симптоматическое лечение, и она будет требовать затрат и будет требовать тех лекарственных препаратов, которые будут зависеть от тяжести протекания болезни у того или иного пациента. И акыркы тактоочу суроо Азаттыктан Бурул Сарыгулова. Жаңы аныкталгандардын курактары кандай экен, жаш курактары? Возраст у 14 пациентов с подтвержденными случаями от 1 года до 68 лет.